Стартовал первый этап голосования за народных героев премии «Мой ласковый и нужный зверь». Неофициально награду еще называют «Лохматый Оскар». Она учреждена, чтобы выразить признание героям из числа братьев наших меньших. Среди номинантов от Коми пес по кличке Сармат. Овчарка и ее хозяин Андрей Мухин одними из первых отправились добровольцами в зону спецоперации. Там бесстрашный пес не раз спасал жизни своих боевых товарищей. О четвероногом герое в сюжете Павла Королева. Охранник, талисман, а еще прибор ночного видения. Как говорили бойцы, Сармат был просто незаменим на передовой. В кромешной темноте лаем предупреждал о приближении противника, находил мины и храбро переносил артобстрелы, хотя собаку к такому не готовили. И когда он показал себя, когда у нас был первый бой, в первую еще командировку, я падаю, приготовлю автомат, он вокруг меня скачет, начинает играть, я начинаю стрелять, он просто рядом ложится и на меня смотрит. Я на него думаю, так, собака готова, хотя его не учил никто. Вот. И когда во вторую командировку нас обстреливали с минометов, с пушек, как я говорю, с утра до утра. Там шум стоял, сидит, слушает спокойно. Вместе с хозяином Сармат дважды выезжал в зону спецоперации, не раз спасал жизнь солдатам. Хотя и не все отцы-командиры хотели брать в себе в подчинение хвостатого бойца. Вот, не хотели Сармата брать. Вот, там начальник полигона в категоричной форме мне сказал, говорит, иди выведи собаку за забор, пристрели, потом придешь. Я ему объясняю, что собака служебная, собака боевая, талисман, она уже была, прошла. Нет, и все. И после того, как я уже обратился в военкомат наш по телефону, позвонил, было принято решение Москвой собаку оставить. Но, к сожалению, из второй командировки Андрей Мухин вернулся уже без верного товарища. Сармат подорвался на растяжке 7 сентября. Андрей, конечно, сильно горевал по Сармату, однако он намерен вновь отправиться в зону спецоперации, а на передовой без собаки никак. Поэтому взял себе на воспитание пса по кличке Черкес. Сегодня он уже тоже знаменит. Конечно, не так, как его старший брат, а как подающий надежды лохматый новобранец. Андрей Мухин уже вовсю готовит четвероногого бойца к командировке, а в перерывах между дрессурой и отработкой навыков проводит с Черкесом уроки мужества в школах. Рассказывает ребятам о боях, чести, доблести наших бойцов. Помогает сослуживец Эмиль Ваеровский, который делится подробностями работы полевого санитара. Медик – это еще психолог. То есть на передовой это еще психолог. Почему? Потому что люди приходят, бывает не только с болью, как говорится, в ноге там, или ранением, но еще и душевные раны существуют, которые на войне они неизбежны. Вот. Естественно, ведутся разговоры с этими людьми, проводится профилактика возможных каких-то колебаний психики и так далее. Вот. Это тоже очень важно. Вот. То есть, чтобы боец должен сохранять дух боевой, иначе он перестанет быть бойцом. Организаторы таких уроков отмечают, подобные встречи с участниками спецоперации воспитывают в ребятах патриотизм. Дети из первых уст узнают, за что бьются наши солдаты, а иногда и братья меньшие. Их подвиг не будет забыт. Сармату в республике собираются поставить памятник, а еще выразить свое признание псу-герою может каждый. Для этого достаточно перейти на сайт добровсердце.ру. Сейчас там как раз идет голосование за номинантов Лохматого Оскара. В их числе и Сармат, пес-герой из Коми. Победители народного голосования станут известны после 20 марта. Павел Королев, телеканал Юрган.